В различных регионах страны зафиксированы вспышки кори. Число заболевших этой опасной инфекцией с начала февраля увеличилось и в нашем регионе. Ежедневно в городскую детскую поликлинику поступают пациенты с симптомами кори. Чаще всего это дети от 1 года до 5 лет. Идет рост заболеваемости. Можно сказать, что вспышка есть уже несколько месяцев. Допустим, в нашу поликлинику детскую, городскую обращается в течение дня общее количество, это несколько детишек. Это достаточно большое количество, если учитывать, что наше население само по себе количество небольшое. Бронхит, отит, ларингит, круп. Но наиболее частым осложнением от кори является воспаление легких или мозга. Передается заболевание воздушно-капельным путем, через чихание, кашель или при разговоре зараженного со здоровым. Симптомы кори в начальной форме можно спутать с краснухой, аллергической реакцией или свинкой. Это и высокая температура, кашель, заложенность носа, гнусавость голоса, увеличение лимфатических узлов, которые вызывают одутловатость лица. Следом появляется и сыпь. Сыпь, она появляется сначала за ушками, на шее, на лице, дальше уже спускается на туловище, спинка, грудь, верхние ручки, потом уже ножки. Вот как появляется сыпь на ножках, это уже последний этап появления сыпи. Дальше уже можно со следующего дня или в последующем 1-2 дня ребеночка можно считать уже не заразным. Но вот весь период, как его высыпают, вот как проявляется вот эта катаральная симптоматика, он заразный и воздушно-капельным путем он полноценно заражает окружающих. Волшебной таблетки от опасного недуга нет. Больному назначается симптоматическое лечение, причем во взрослом возрасте корь проходит в разы тяжелее. На фоне высокой температуры у больного может развиться корневая пневмония, которая хоть и в редких случаях заканчивается летальным исходом. Особенно опасно это заболевание для беременных женщин. Беременным тоже очень опасно болеть корью, особенно в 3-м триместре, это как через плацентарный барьер. Вот эти титры, они могут проникнуть к плоду и заразить непосредственно его. И опять же, вот то, что мы говорили насчет осложнений, энцефалит как раз-таки у него и может быть. Это может привести или к вот таким явным, грозным, тяжелым осложнениям в виде пороков, либо к гибели плода. Единственная защита от кори, причем как для маленьких, так и взрослых пациентов – вакцинация. Первую прививку ребенку делают в 12 месяцев. Повторная ревакцинация осуществляется в 6 лет. Следом, чтобы сформировать устойчивый иммунитет к болезни, прививку нужно делать каждые 10 лет. Есть также прививка по экстренным показаниям. Допустим, у меня был контакт с коревым больным, я это знаю, что это коревой больной. У меня не было кори, у меня не было прививок, или же не было достаточного количества плановой вакцинации, то я могу себя привить в течение 3-5 дней от момента контакта с коревым больным. Но некоторые родители не спешат прививать своих чад, отмечают специалисты. Причины разные. Самое частое делятся сами врачи, связано с вакциной. Многие сомневаются насчет сроков годности и хранения их в больнице. Заида Катиева, как старшая медсестра, отмечает, с этим проблем не было и нет. Есть индикатор, если мы его нарушаем, он будет красным гореть. Видите, зеленый. Нарушение температурного режима, сроки соблюдаются. Просроченную вакцину мы не храним, у нас и не бывает просрочки, потому что мы получаем ту норму, которая нам нужна. У нас на данный момент есть очень хорошая вакцина, Вактривир. Это 3 в 1. Там корь, паротит, краснуха. Вся необходимая месячная доза вакцин в медучреждении находится на 1-м этаже в мини-центре хранения. А при отключении света в поликлинике включается генератор. В каждом холодильнике по 2 термометра с нужным температурным режимом от +2 градусов до 8. Мы с большим удовольствием примем мамаш, чтобы они провели экскурсию, посмотрели, как хранится, какая вакцина у нас, при какой температуре. Никаких у них проблем не будет. Любое время, с 9 до 5 часов они могут обратиться, спуститься с этим участковым врачом, посмотреть. Носить маски, соблюдать правила гигиены и держать дистанцию – вот те нехитрые правила, которые могут уберечь от кори. Но лучшей защитой, по совету медиков, все же остается вакцинопрофилактика. Так, если родители вовремя вакцинировали своего ребенка, вероятности заболеть практически нет. В редких случаях у него может обнаружиться легкая форма. Дана Плиева, Сулейман Костоев, Новости 24.